Здравствуйте. В прямом эфире новости Татарстана. В студии Миляуша Кашапова. В Татарстане сегодня день траура по погибшим после стрельбы в 175-й гимназии Казани. Погибли 9 человек. Это 7 детей, 2 учителя. Еще 20 детей и 3 взрослых госпитализированы. Информация на этот час. За их жизнь борются врачи. 6 детей в тяжелом состоянии, 2 в крайне тяжелом. По всей республике сегодня отменены запланированные развлекательные мероприятия. В учебных заведениях отменили занятия. Приспущены государственные флаги. По всему городу щиты с надписью «Скорбим». Скорбим. Рустам Минниханов сегодня в свой инстаграм выложил пост со словами соболезнования. На черно-белой открытке свечи, цветы, игрушки. Сегодня в Казань прилетел председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В аэропорту его встретил президент республики Рустам Минниханов вместе с полномочным представителем президента России Игорем Комаровым. Александр Бастрыкин посетил 175-ю гимназию и ДРКБ, где находятся пострадавшие. Сегодня он проведет закрытое совещание. Сейчас у гимназии находится наш корреспондент Салават Мухаммадулин. Салават, что сейчас происходит у школы? Здравствуйте, Миляуша. Александр Бастрыкин продолжает находиться здесь, на территории 175-й гимназии. Он приехал сюда в сопровождении Рустама Минниханова и полпреда президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова уже больше 2 часов назад. И в первую очередь они возложили цветы к мемориалу, который сделали сами же казанцы. Затем Рустам Минниханов, Игорь Комаров и Александр Бастрыкин посетили саму школу, место трагедии, осмотрели его. И сейчас уже больше 1,5 часов идет закрытое совещание здесь же, на территории школы, в оперативном штабе. Еще до этого Александр Бастрыкин и Рустам Минниханов посетили детскую республиканскую клиническую больницу. Там они пообщались с пострадавшими. И, как заверил их глава СКР, будут приложены все усилия для того, чтобы выяснить причины случившейся трагедии. Сегодня в Татарстане день траура, и в такой момент сюда, на место трагедии, приходят тысячи людей. Это нескончаемый поток, все похоже на процессию. Люди приходят просто помолчать, некоторые поплакать, поставить свечку, цветы, принести игрушки, с которыми уже никто и никогда не поиграет. Здесь мы видели несколько автомобилей с дипломатическими номерами, скорее всего, это представители консульств, много и общественников. И просто неравнодушных, и у кого есть возможность прийти сюда и таким образом почтить память погибших. И, как все нам признаются, это одно общее горе. И сейчас я предлагаю послушать комментарии казанцев. Тяжело. У нас у самих дети уже взрослые, но жутко, что в наше время такое происходит. Как помочь, чем помочь, как изменить эту ситуацию, сложно сказать. Искренне соболезную пострадавшим, то есть семьям. Вот. Не знаю, даже действительно не сказать, то есть невозможно, наверное, описать, что сейчас переживают родные. Очень страшно, вот эти выбитые окна, двери, это очень, конечно, жутко, и пришли вот сейчас просто поддержать душевно. Конечно, никакие наши мысли, слова не выразят те чувства, которые сейчас испытывают родные, но мы пришли поддержать. Погибли дети, наше будущее. Ну, все можно понять, но чтобы детей вот... Это, наверное, не простится. Сюда продолжают приходить люди, и сегодня здесь 3 мемориала. Один вот при входе в школу, другой с той стороны, и самый первый, который появился еще накануне, который соорудили сами казанцы. Люди продолжают приходить, приносить цветы, игрушки. Мы продолжаем здесь свою работу, ну а пока что передаю вам слово, Миляуша. Спасибо. Я напомню, с нами на прямой связи с места трагедии был Салават Мухаммадулин. Сегодня сразу после посещения 175-й гимназии президент прокомментировал оперативную ситуацию. Сегодня утром проведен консилиум с врачами. Принято решение о транспортировке 5 детей и 3 взрослых в Москву. Предлагаем послушать, что заявил президент. Мы обошли все домохозяйства, квартиры, где проживали ученики. Идет работа персональная. Значит, какая поддержка будет необходима, будет оказана помощь. Ну и, конечно же, после того, как мы сумеем немножко прийти в себя, я готов встретиться с родителями, обсудить
меры поддержки, ну и выслушать их запросы. Ну и не могу сегодня не сказать, что регионы, наши партнеры за пределами не только соболезнуют, готовы оказать поддержку семьям, нашим детям. И я искренне тоже, пользуясь моментом, хотел бы поблагодарить всех, кто сочувствует, кто вместе с нами. В эти часы в Москву спецбортом МЧС транспортируют пострадавших в результате стрельбы в 175-й гимназии. Несколько человек из ДРКБ уже перевезли в аэропорт. Всего из Казани в Москву будет перемещены 8 человек. Это 5 детей и 3 взрослых. Вот что сегодня сообщили в ДРКБ об их состоянии. Значит, в настоящее время в стенах клиники находится 20 детей, которые пострадали после вчерашнего теракта. 6 детей находятся в реанимационном отделении, один из которых в крайне тяжелом состоянии. 5 детей будет транспортироваться спецбортом в московские клиники. Характер травм – это скелетные травмы, плюс проникающие ранения грудной и брюшной полости. Всем детям, которые находятся в реанимационном отделении, выполнены операции. И плюс еще практически всем детям, которые со средней степенью тяжести, тоже выполнена операция. Вчера поступило 18 больных, пострадавших, плюс 2 обратилось еще, госпитализированы были вечером по дежурствам с различными травмами легкой степени. Сегодня в 7 утра в морге на Сибирском тракте родственникам начали выдавать тела погибших при стрельбе в 175-й гимназии. Перед зданием выставили оцепление полиции. Около 10 утра 9 катафалков отправились на кладбище. Все погибшие похоронены сегодня. На мусульманском кладбище Казани похоронили 3 погибших школьников. Амир Шейхуддинов, Дамир Гайнуддинов и Ильзия Нагимуллина учились в одном классе, и всех похоронили рядом. Проститься пришли родные и близкие. Какими запомнят погибших детей, узнал Дмитрий Аренин. Восьмиклассники Амир Шейхуддинов, Дамир Гайнуддинов и Ильзия Нагимуллина учились вместе. Их могилы тоже будут рядом. Проститься пришли родственники и знакомые детей. Многие рыдали, не находили слов для утешения родителей. Как говорит папа Ильзии Нагимуллиной, его дочка была скромной девочкой, любила готовить, мечтала стать кулинаром. Любил там шоу всякие кулинары смотреть там по телевизору. Спокойный человек был, характера там. В классе тоже средненькая молодежь. По погибшим детям вместе с духовенством прошли заупокойную молитву. Проститься с Дамиром Гайнуддиновым приехали родственники из других городов и районов. Гайнуддинов Дамир – это внук моей сестры. Это был очень хороший мальчик, хорошо учился, такой дисциплинированный, ответственный. Очень большое горе. Очень умный был мальчик, очень спокойный, очень способный, вообще супер. Скромный, добрый мальчик. Таким, по словам родных и знакомых, был Амир Шейхуддинов. Как говорят, весь класс, где учились дети, дисциплинированный и сильный в учебе. Очень сильный класс был. Такой вот у них там дисциплина такая была. Очень сильные ребята, все прямо вот, очень такой вот хороший класс был. Очень жалко, конечно, ребят, всех жалко. Погибшие школьники учились в 8 классе. Им было по 14-15 лет. И у всех теперь одна дата смерти – 11.05.2021. Дмитрий Аренин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Сегодня на Самосыровском кладбище простились с Эльвирой Игнатьевой, учительницей английского языка и классный руководитель стала одной из первых жертв трагедии в 175-й гимназии. Педагог вела урок и вышла в коридор, где находился злоумышленник. Игнатьева попыталась спасти одного из учеников, об этом говорят очевидцы трагедии. Она оттолкнула ребенка подальше от стрелявшего и встала на его пути, закрыв собой ребенка. Ранение оказалось смертельным. Через 2 месяца ей исполнилось бы 26. Она окончила Казанский федеральный университет с красным дипломом, поступила в магистратуру. В 175-й гимназии Эльвира Игнатьева проработала 4 года, преподавала иностранный язык. Эльвира любила детей, а ребята открывали свое сердце ей. Ты удивишься, как легко вставать с постели,
когда ты счастлив», написала Эльвира Игнатьева в своем последнем посте в соцсетях. Ее страничку в Инстаграме уже превратили в стихийный мемориал. Здесь пишут прощальные слова и желают сил ее родным и близким. Красавица, солнечный, добрый, чуткий, внимательный и жизнерадостный человек. Такой ее запомнили родные, близкие, одноклассники, одногруппники и дети. В последний путь Эльвиру Игнатьеву проводили сегодня сотни человек. Друг друга поддерживали во всем. И этот удар, это вообще до сих пор не верится, что так все получилось. Значит, так надо было. Нет, еще вот собиралась, планы были. Она очень любила детей, и поэтому она же поступила там учиться на учителя. И дети ее любили, вот преподаватели рассказали. Очень хороший, как ангел, сказали, она была как ангел. И я хочу сказать, что пока мы живы, она будет жить в наших сердцах. И мы все постараемся сделать, чтобы в нашем Казанском педагогическом колледже увековечить ее память. Она была очень понимающей, и несмотря на ее, на самом деле, юный возраст для учителя, ее класс слушался. Она была очень понимающей, но умела нас как-то держать. Сегодня похоронили Амира Зарипова, восьмиклассника 175-й Казанской гимназии. Он оказался именно в том самом классе, куда добрался стрелок. В соседнем кабинете была его мама, учительница татарского языка. Она сберегла своих учеников, но потеряла сына. Похороны прошли сегодня в селе Большие Ковали Высокогорского района. Проводить Амира Зарипова в последний путь собрались десятки людей, родственники, близкие, друзья. В селе Большие Ковали его знали все. Добрый и всегда готовый прийти на помощь. Он уважал старших и помогал младшим. Даже починить велосипед местная детвора бежала к нему. В день трагедии его мама, учитель 175-й гимназии Алина Зарипова, вела урок татарского языка у 9 классов. Когда прогремел взрыв, закрыла класс и пыталась успокоить своих учеников. И понимала, что в соседнем классе прямо сейчас может быть убит ее сын. Он был очень послушным. Каждое мое слово будто впитывал в себя. Я от учителей слышала о нем только хорошее. Спасибо ему за все. А мы сидели в классе, под партами, закрыв все двери. Я пыталась успокоить учеников. Говорила, что все будет хорошо. Никому не открывали, хотя в нашу дверь тоже стучались. Амира похоронили на кладбище в селе Большие Ковали. Он очень любил приезжать сюда, особенно на летние каникулы. Приезжал и на майские праздники. Первым делом побежал на кладбище и убрался на могиле любимого деда. А через 10 дней его самого похоронили у изголовья той самой могилы. Он был таким послушным, всегда бежал помочь. Он так любил своих родителей. Даже пост держал. В последний раз сказал: скоро каникулы, я обязательно приеду. Таких детей редко встретишь. Он был таким чистоплотным, аккуратным, приветливым. Помогал нам даже с детьми нянчиться. Пусть земля ему будет пухом. Я маме звоню, у нее занято, братишка недоступен. Я собралась и быстро выехала. И там вообще ничего не известно было. Мы еще часа 4 ждали, хотя уже было все понятно, кто умер. Часа 4 мы просто сидели и ждали вот это результатов. Потом повезли на опознание. Амир Зарипов мечтал стать программистом, увлекался техникой. В священный для мусульман месяц Рамазан держал пост. В августе Амиру должно было исполниться 15. Алия Хайрудинова, Алмаз Зиединов, ТНВ, Высокогорский район. В Татарстане создан оперативный штаб по ликвидации последствий трагедии под руководством премьер-министра Татарстана Алексея Песошина. Сегодня об этом сообщила вице-премьер Лейла Фазлеева журналистам. На данный момент в больнице Казани находятся 23 человека, 20 детей и 3 взрослых. Состояние 6 человек оценивается как тяжелое, 2 как крайне тяжелое. Все детали с пресс-конференции у Светланы Звонаревой. 12 мая объявлен траур, поэтому я прошу почтить память тех, кто погиб. Минуту молчания. Пресс-конференцию начали с минуты молчания.
9 погибших, 23 пострадавших. Сейчас врачи борются за их жизни. 8 человек продолжат лечение в Москве. Лучшие специалисты системы здравоохранения Республики Татарстан работают с пострадавшими. Все бригады со вчерашнего дня усилены. Лекарственные средства и расходные материалы в достаточном количестве. Вся помощь оказывается в полном объеме. С остальными учениками 175-й гимназии работают психологи. Всех должны осмотреть детские врачи. Отдельные специалисты прикреплены к семьям погибших. Решено, что выплаты в 1 миллион рублей они должны получить сегодня. Сегодня, к концу дня, выплаты в размере 1 миллиона рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи будут произведены. Выплаты получившим вред здоровью будут произведены после того, как будет дана судебно-медицинской экспертизы оценка и заключение о степени тяжести вреда каждого. Эксперты высоко оценили действия учителей и сотрудников школы, где произошла трагедия. По их словам, их реакция помогла спасти сотни жизней. Действия охраны, действия директора, самой директрицы данной школы и ее администрации, педколлектива, и Федеральное министерство просвещения Российской Федерации, и мы, и в целом наши правоохранительные органы оценивают положительно. В данном случае дети были знакомы с режимом эвакуации. Я об этом уже сказала. Третье, на что я хотела бы обратить внимание. Речевое оповещение, которое директор сразу же включила в работу, это тоже показатель точности действий. В кратчайшие сроки в 175-й гимназии начнут ремонт. Учеников 9 и 11 классов временно переведут в соседние школы, остальные продолжат учебу дистанционно. Светлана Звонарева, Фейруза Мазитова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Счет по сбору средств для пострадавших в Казани открыл Российский Красный Крест совместно со Сбербанком. Перечислить любую сумму можно через приложение Сбербанк онлайн, банкоматы, терминалы и офисы банка. Можно зайти на сайт Российского Красного Креста. Комиссия при переводе не взимается. Президент республики поблагодарил группу Сбербанк за открытие счета и уже перечислил личные средства. Это может сделать каждый. Реквизиты вы также видите на экране. Сегодня в отношении Ильназа Галявиева должны избрать меру пресечения в Советском суде Казани. Ему 19 лет. Он выпускник 175-й гимназии. Недавно был отчислен из СИЗБе. В апреле получил разрешение на оружие. Он опубликовал несколько постов с угрозами. Грозился убить 10 человек и покончить с собой. Себя называл Богом. В его квартире были найдены компоненты для изготовления взрывчатки и патроны. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Расследовать стрельбу в Казани будет центральный аппарат. Прокуратура республики по поручению Генеральной прокуратуры начала проверку по факту нападения на школу. Сейчас у здания Советского суда находится наш корреспондент Рамиль Шайдулин. Рамиль, задержанного уже доставили в суд? Да, Милявша, Галявиева в суде по-прежнему нет, но его будут завозить предварительно отсюда через восточные ворота, поэтому по периметру ходят представители силовых структур. И, к слову, усиленная силовая охрана стоит уже внутри суда на входах, поэтому можно предположить, что сюда его привезут с минуты на минуту. Напомню, именно здесь сегодня в Советском суде Казани будет решаться вопрос об аресте Галявиева. Исходя из тяжести преступления и статьи Уголовного кодекса, ему может грозить пожизненное лишение свободы. Милявша, мы продолжаем следить за развитием событий. Спасибо. Я напомню, с нами на прямой связи с Советского суда был Рамиль Шайдулин. Временные мемориалы по погибшим в Казани в течение дня организовывались по всей стране и за рубежом представительством Татарстана. И на центральных площадях городов люди возлагают цветы, несут игрушки, свечи. Скорбит вся страна. Всем нам надо крепиться. Это не только горе Татарстана и Казани, это наше общее горе. Очень больно. Скорбим. С братским Татарстаном скорбим. Для нас это тоже боль.
вечная память этим детям, сотрудникам школы. И дай Бог, чтобы эта история никогда больше не повторилась. Наш следующий выпуск в 16:00. Мы расскажем о самых последних событиях, связанных с трагедией в Казанской гимназии номер 175. Сегодня в Татарстане день траура. Мы скорбим вместе со всеми.